Всем доброе утро. Доброе Так, утро, Ирина Анатольевна. здравствуйте еще раз. Так, наши студенты готовы сегодня выступить, но они будут рассказывать именно про свой опыт, поэтому сегодня получается без презентации. Хорошо, без проблем. Без проблем. Дорогие студенты, пожалуйста, включаем свои видео, чтобы вас смогли увидеть. Буквально 2 минуты, и мы с вами начнем работу. У нас сегодня первая школа города Лёкминска. Ребята все в аудитории. Напоминаю, что у нас будет запись, поэтому можно будет смотреть позже. Ссылку в YouTube я позже скину. Хорошо. Так, из нас одного человека пока еще нету. Это у нас кто? Владислав подключился уже. Ну, давайте я начну потихоньку. Аудитория, класс меня слышит? Дайте сигнал. Поднимите руки. Да, вас хорошо слышно. Все отлично. У нас камера просто сбоку, не обращайте внимания. А так они нас на экране видят. Мы их видим со стороны, сбоку имеется в виду. Уважаемые школьники, уважаемые студенты, уважаемые организаторы, меня зовут Никита Антонович Аргылов, я являюсь руководителем сетевого педагогического класса Алёкминского района, и мы сегодня в 8:30 утра встретились с вами на очень большую тему, связанную с темой профессиональной ориентации. Такая очень большая, сложная тема, и мы сегодня в гостях в школе номер 1 города Алёкминска, выпускники этого года, и мы сегодня в гостях через видеосвязь со студентами Якутского педагогического колледжа, которые любезно согласились встретиться с вами через экран. Я надеюсь, что вы цените вообще возможность дружбы, общения друг с другом. И после нашей встречи у вас останутся какие-то возможности дальше общаться и ответить на свои вопросы. Кто знает, может быть, кто-то из вас станет учителем, и сегодня, может быть, не и планируете, но я думаю, что сегодняшние наши гости расскажут о своей будущей профессии с любовью, с интересом, и я хочу дать слово представителям Якутского педагогического колледжа. Спасибо. Итак, всем доброе утро, дорогие одиннадцатиклассники. Вот мы сегодня с вами встретились, чтобы поделиться с вами своим опытом становления именно студентом педагогической направленности. И именно из первых уст, так можно сказать, они расскажут вам, почему они решили стать учителями, кто же такой вообще современный учитель и какими качествами он должен обладать, и соответствуют ли они им. И, конечно же, чтобы поделиться своим опытом поступления в наш Якутский педагогический колледж. Итак, пожалуйста, Анастасия, тебе слово. Здравствуйте, уважаемые одиннадцатиклассники. Меня зовут Данилова Анастасия. Я студентка Якутского педагогического колледжа имени Степана Филипповича Гоголева. Я будущая учительница начальных классов, и сейчас бы хотела рассказать о своей профессии и почему я ее выбрала, да? Учитель, профессия, она очень огромная, особенная, да? Очень уж большие задачи стоят перед ним,
большая ответственность и большая любовь. Профессия учителя не для равнодушных людей, так как требует много душевных и эмоциональных затрат. Быть учителем – это значит постоянно задавать себе вопросы и искать на них ответы каждый день. На учителя возложена большая ответственность, то есть выпустить из школы человека не только с определенной базой знаний, но и обогащенную внутренней духовной нравственной культурой. Почему же я выбрала профессию учителя, да? Я сама родом с Алекминского района, села Кылах, села Дапарай, то есть окончила Кылахскую среднюю общеобразовательную школу имени Бахсырова, да. Детство прошло очень быстро, и вот мне пришлось выбирать профессию. Я разрывалась между хореографом и учителем начальных классов, но потом все же остановилась на учителе начальных классов. И я ни разу не пожалела о том, что я поступила в ЕПК. А в ЯПК поступила я, потому что моя бабушка тоже была педагогом и тоже окончила вот Якутский педагогический колледж, и я решила пойти по ее стопам, да. Как я говорила ранее, я ни разу не пожалела о том, что я поступила в ЯПК, потому что ЯПК дал мне такой бесценный опыт, такой багаж знаний, хотя я только второй курс, да. И мне уже не терпится вот сказать, что я учитель. Мгм. Если вас заинтересовала наша профессия и колледж, то мы с радостью вас ждем. На этом у меня все. Спасибо. Да, Ага, спасибо большое, Анастасия. Анастасия, так, дальше идем. Пожалуйста, Петрова Сардана. Вас слышим. Доброе утро, дорогие учителя и ученики. Меня зовут Петрова Сардана. Я тоже студентка Якутского педагогического колледжа музыкального образования. Я выбрала профессию учителя, потому что она мне нравится. Думаю, что у меня есть качества, которые должен обладать учитель. Это умение быстро принимать решения, хорошо развита память, честность, добросовестность, оптимизм, отзывчивость, доброжелательность и трудоспособность. И, конечно же, эти качества, безусловно, в дальнейшем помогут мне стать сознательным, квалифицированным специалистом, активным общественным деятелем и мастером своего дела. Это очень сложная задача в моей жизни, но я обязана с ней справиться. Мне интересна профессия учителя. Я выбрала творческую профессию, и это учитель музыки. Она требует особых знаний и навыков. В моей профессии соединены два самых больших чуда. Это любовь к детям и к музыке. Я стою у истоков зарождения личности ребенка. От меня зависит, поможет ли музыка развить лучшие качества и душевную чуткость, умение ощущать гармонию окружающего мира, доброту и восприимчивость к прекрасному. Я выбрала именно Якутский педагогический колледж, так как этот колледж выпустил много отличных учителей, дети которых учатся в сегодняшний день в нашем замечательном учебном заведении. Я восхищаюсь своими учителями, ведь они умеют научить нас меняться и меняться в лучшую сторону. Я благодарна им за то, что они поддерживали нас до конца и давали мотивацию для саморазвития. Первый учитель, как компас для ребенка, всегда покажет путь, если засомневался. В школьные годы у меня было столько хороших учителей, которые никогда не давали мне оставаться расстроенной. Учителя, они как наши родители. Веют теплом и лаской, заботой относятся к нам. И самое главное, я восхищаюсь учителями музыки. С детства мне нравилось петь, и была у меня такая мечта петь всегда. Моя бабушка тоже учитель, и это она впервые дала мне понять, что музыка – это прекрасно, что она будет сопровождать меня всю мою жизнь. Это была и ее мечта тоже. Она хотела играть на фортепиано. Так что можно сказать, что я воплотила ее мечту. В нашем колледже вы можете научиться не только петь, но и играть на различных музыкальных инструментах. Это фортепиано, баян, гитара и так далее. Я выбрала баян и ничуть не жалею. У нас есть замечательный народный оркестр, где множество людей звучат как одно целое. А ведь это учит нас слушать друг друга,
и уметь слаженно работать командой. Только одни плюсы. Напоследок хочу сказать, что вы ничуть не пожалеете о своем выборе. Главное чувствовать сердцем, что вас больше всего восхищает. Спасибо. Спасибо большое, Сардана. И следующий, пожалуйста, Абрамов Владислав. Итак, здравствуйте, уважаемые 11-классники. Меня зовут Абрамов Владислав. Я являюсь студентом первого курса группы АФК-21. АФК расшифровывается как адаптивная физическая культура, то есть я буду учить детей с ограниченными возможностями здоровья. Так, каким должен быть современный учитель? Во-первых, современный учитель должен быть человеком. Это значит, что он должен обладать высокоморальными качествами, иметь активную позицию и принимать участие в общественной жизни. В человеке присуща нравственность, определенная духовность и гуманизм. Хороший учитель всегда признает свои ошибки и исправляет их. Он относится к ученикам с уважением, как к равным, и старается каждому найти подход. Во-вторых, педагог должен быть работником, то есть уметь ставить перед собой цели и достигать их, регулярно совершенствоваться в профессиональном плане и быть нацеленным на всестороннее образование. И в-третьих, современный учитель – это специалист, который в совершенстве владеет педагогической теорией и практикой, рационально организует свою деятельность, обладает тактичностью, самообладанием, умением слушать и слушать. Чтобы стать хорошим специалистом, одних личностных качеств недостаточно. Необходимо иметь и высокую профессиональную подготовку. Почему я поступил именно в Якутский педагогический колледж? Потому что с детства я был очень сильно привязан к спорту. И чтобы дальше развить свой потенциал, я обратился за помощью к знакомым. И они посоветовали мне именно учебные заведения. И по своему личному опыту я убедился, что преподаватели тут очень ответственные, культурные, умеют увлечь своим предметом. И каждый из преподавателей индивидуально относится к каждому студенту по-особенному. То есть, смотря их слабые стороны, они улучшают их и делают из простых студентов мастеров своего дела. И из-за этих качеств я уважаю их и ставлю как пример для подражания. Почему я хочу стать учителем? В жизни каждого человека возникает вопрос, какую профессию выбрать. Для меня ответ очень прост. Я хочу стать учителем. Все потому, что я люблю детей. Они искренние, открытые и со светлой душой. Нет ничего приятнее, чем улыбка ребенка, которого ты чему-то научил. Выбирая профессию учитель, я знал, что потребуется немало упорства и терпения. Учитель должен быть добрым, открытым, заботливым, проницательным, понимающим, интересным человеком. И я стремлюсь стать именно таким педагогом. Также это человек, способный создавать условия для развития способностей обучающихся, повышать мотивацию к изучению предметов. Учитель соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, умеет не только учить детей, но и сам способен учиться и у своих учеников. Учитель – это профессионал, мастерство которого определяется его профессиональным самоопределением, саморазвитием, то есть целенаправленным формированием в себе тех качеств, которые необходимы для выполнения профессиональной деятельности. И в конец хочу сказать, кто хочет стать учителем, я советую вам поступить именно в наше учебное заведение. Поступая тут, вы обретете большую и дружную семью, которая поддержит вас в трудные минуты. И, наконец, наши преподаватели сделают из вас настоящим профессионалом своего любимого дела. У меня все. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Владислав. И следующий, пожалуйста, Глушко Ксения. Всем здравствуйте, меня зовут Глушко Ксения, студентка 4-го курса дошкольного отделения, то есть воспитатель в детском саду. На свете есть тысячи профессий, все они очень нужны и интересны, и, конечно, сам каждый человек должен выбрать ту профессию, которая наиболее соответствует его природным способностям и наклонностям, то есть найти свое признание. Я выбрала профессию воспитатель и выбрала ее не случайно. Я считаю, что среди множества различных профессий на Земле эта профессия самая интересная и привлекательная. Именно педагог даст тебе необходимые знания, познакомит с увлекательным миром, научит правильно действовать в критических ситуациях и с честью выходить из них. Главное качество педагога – это, конечно же, умение любить детей.
Профессия воспитателя очень актуальна в наше время, так как будущее мира зависит от подрастающего поколения. Также хочу рассказать про востребованность педагога. Профессия учителя всегда была и будет востребованной. Каждое новое поколение нуждается в получении базовых и узкоспециализированных знаний. Именно учитель помогает осуществить желаемое. Учителя нужны как в государственных учреждениях, так и в частных коммерческих школах. На работу устроиться несложно. Довольно часто молодых специалистов забирают те учебные заведения, в которых они проходили практику. Так что без работы вы точно не останетесь. Сегодня одно из самых старейших образовательных учреждений республики – это Якутский педагогический колледж. Сохраняя славные традиции прошлых лет, является признанным лидером в образовательном пространстве республики. Спасибо. Ага, спасибо большое, Ксения. Итак, следующая Макарова Надежда. Так, всем привет, меня зовут Макарова Надя, я учусь на 2-м курсе по ВНК-20, то есть преподавание в начальных классах. Сегодня я хотела вам немножко рассказать про свою поездку в город Казань. В октябре месяце выбрали 2 студентов для поездки в этот очень красивейший город Казань. И знаете что? Одной из этих 2 студентов выбрали меня, где я была очень сильно удивлена. Вот. Мы были на молодежном форуме про добро, и нам там рассказывали про молодежные клубы, студенческие отряды и как их создавать. Во время этой поездки я получила огромный опыт для работы с детьми, со студентами, и самое главное, я познакомилась и нашла для себя очень много классных знакомых во всех уголках нашей необъятной страны. Вот. И хотела бы сказать, что если вы поступите в наш педагогический колледж и будете хорошо учиться, участвовать во всех мероприятиях, конкурсах, то и у вас будет такая возможность. Так, почему я выбрала именно эту профессию? Потому что я думаю, что учитель — это самая благородная профессия, и учитель, он подобен хирургу, потому что только хирург работает с телом человека, а мы, учителя, с душой. И когда ребенок приходит в школу, ему интересно узнать, как устроен мир, ему всегда хочется познавать все новые вещи. А учитель, он должен быть опорой, поддержкой, проводником в мир. Только тогда ребенок не будет видеть в нем соперника. Так я уже сказала, я учусь на учителя начальных классов, и мы всегда будем для ребенка первым учителем. А первый учитель — это самый важный человек, который помогает для ребенка преодолевать все трудности. Вот и мне захотелось стать той самой первой и важной, именно поэтому я поступила в наш любимый старинный педагогический колледж. Спасибо. Ага, спасибо большое, Надежда. И следующий, пожалуйста, Лаптев Евгений. Всем доброе утро. Меня зовут Лаптев Евгений. Я студент 4-го курса музыкального отделения. Я сам родом из города Среднеколымск, закончил детскую школу искусств по специальности баян. Почему я стал учителем музыки? Наверное, потому что я с самого рождения связан с музыкой и хочу эту связь передать другим. Что же насчет студенчества в ЕПК? Студенчество – это время самоопределения, душевных поисков, сумасшедших идей и выбора собственного жизненного пути. Это самый яркий и интересный период жизни, когда ты знакомишься с бесконечным количеством людей, учишься чему-то новому и, конечно же, обретаешь друзей. Насчет учебы, практически в каждую сессию есть автоматы за экзамены, если ты не пропускаешь пары. А самый сложный – это первый курс, когда привыкаешь к новому учебному заведению, преодолеваешь волнение, покидаешь дом в самостоятельную взрослую жизнь, когда каждый шаг зависит от тебя. Но, как правило, учебное время не должно занимать все ваше время. Наш колледж наполнен множеством разных мероприятий, такие как спортивные, музыкальные, театральные, волонтерские, научные, а также конкурсы и дискотеки. ЯПК предлагает множество спортивных мероприятий. У нас есть множество хоров: сводный, мужской, курсовой.
ансамбли, танцевальные ансамбли, концерты и не именно праздники. Конкурсы на разную тематику, походы в театры и музеи. В колледже есть студенческий актив, в котором каждый из вас сможет сделать студенческую жизнь более веселее, помочь волонтерскими работами, устраивать саморучно разные мероприятия, проверить себя и попробовать стать лидером курса, мероприятий, отделений или самого колледжа. Практически в каждом мероприятии от студентов зависит, как оно пройдет. Каждый из вас может принести что-то свое в мероприятиях, показав свое творчество, амбиции и навыки. Коридоры колледжа настолько наполнены эмоциями, что, уйдя с этого порога, захочешь вернуться обратно. Каждый студент имеет право отдохнуть от упорной учебы и провести свои студенческие дни по максимуму, заняв себя своим любимым хобби, которое ему по душе. Ну, конечно, это лишь малость, что может предложить колледж. Колледж может предложить еще больше, но студентам насыщена у нас не только ведь колледжем, а еще и вне его. Но факт, что студенческая жизнь полна позитива, ярких, интересных моментов и беззаботного времяпровождения. Спасибо. Ага, спасибо большое, Евгений. Итак, следующая, пожалуйста, Егорова Анастасия. Всем привет, меня зовут Егорова Анастасия. Я студентка второго курса группы ПДО. Ну, я с самого детства ходила на центр дополнительного образования, и всегда было интересно педагогика дополнительного образования. Ну и когда закончила, стану педагогом дополнительного образования в области технического творчества. Как проходят наши занятия? Мы изучаем робототехнику, что помогает мелкой моторике. И занимаюсь программированием. Это Pascal, Scratch, Lego Vidu и Lego Education. И также мультимедиа. Мы изучаем монтаж видео, корректировку изображений. И также мы изучаем организацию разных мероприятий. И педагогические практики, они проходят довольно-таки интересно. Это наблюдение и анализ уроков, составление планов уроков. Также мы проходили практику в фестивальном комитете «Бриллиантовые нотки», с помощью чего мы смогли узнать, что проходит за кулисами, как это все организовывается. Спасибо. Спасибо. Итак, дальше приглашаю, пожалуйста, Пономареву Даяну. Доброе утро, дорогие одиннадцатиклассники, возможно, даже будущие выпускники нашего колледжа. Так, меня зовут Пономарева Даяна, я студентка 4-го курса дошкольного отделения, то есть являюсь выпускницей дошкольного отделения. Я хочу определенно ответить на вопрос, что мы можем делать после окончания нашего колледжа. Главное достоинство выпускников нашего Якутского педагогического колледжа, по словам работодателей, в том, что они ориентированы на практику. Действительно, в средних специальных учебных заведениях, независимо от профиля, дают очень мощную практическую базу. То есть, вот по моему примеру, я обучаюсь уже 4 года, но большая половина нашей учебы зависит, отдана уже к практике. То есть мы уже как работники идем, дошкольное отделение идет на детский сад и уже работает как воспитатель, проводит всякие занятия. И мы по-настоящему ощущаем, каково это работать воспитателем. После колледжа можно успешно работать и строить карьеру. То есть мы уже становимся финансово независимыми от своих родителей. Это хороший толчок, но при этом можно еще повышаться. Очно, заочно – это уже сугубо ваше личное мнение. Но я могу привести свой пример. Я хочу сейчас, после окончания колледжа работать
но при этом заочно повышаться, быть финансово независимым от своих родителей. Все, спасибо. Спасибо большое нашим студентам. Мы выбрали именно такой вариант. Почему? Да? Потому что всегда школьникам интересно слушать своих сверстников, которые немножко старше, да, на 3, на 2, на 1 год. То есть мы сегодня собрали именно студентов разных курсов. Тут у нас имеются первые курсы, вторые курсы, третьи курсы. И у каждого, вот, как вы увидели, совершенно немножко другое, да, мнение насчет учительства, ради чего они учатся, и мотива, да, мотивация у них другая. И, естественно, таким образом вы именно из первых уст узнали, да, почему именно они выбрали учительство, именно почему учитель начальных классов, учитель или педагог дополнительного образования, учитель музыки. То есть в нашем колледже вот сегодня, да, мы собрали этих ребят именно из разных отделений, которые существуют в нашем колледже. И благодаря их рассказам вы можете, узнали, да, почему именно решили связать с этой профессией. И надеюсь, что вам было довольно интересно слушать их рассказ. И сейчас мы готовы ответить на ваши вопросы, если имеются такие вопросы насчет студенчества в Якутском педагогическом колледже или вообще, да, почему именно выбрали, ну, что касается вот всего этого. Да, коллеги, пожалуйста. У нас 2 параллельных класса, 11 класса первой школы, я как понимаю, сидят. И 2 9 класса, 9 А и 9 Б. Да, вот 9 классы тоже. Приветствуем и 9-классников тоже. Вопрос такой, в колледже сколько обучаются, никто не сказал? Сколько лет? Сейчас студентов в очном формате обучается 829 студентов, и в заочном обучается около 300. Нет, вы не поняли. Мы хотели спросить, сколько по времени, сколько лет, 2 года, 3 года? Так это зависит от нас, от поступления или на базе 9 класса. На базе 9 класса, допустим, ребята учатся 4 и 5 лет, и на базе 11 класса 3 года и 4 года. 4 месяца, да? Ага. В нашем колледже имеется, ну, вы можете получить 7 специальностей. Это дошкольное образование, музыкальное образование, учитель физической культуры, тренер адаптивной физической культуры и педагог дополнительного образования. На базе 9 класса вы можете к нам поступить по специальностям дошкольное образование, учитель физической культуры и учитель музыки. Добрый день, меня слышно, да? Да, вас слышно. Да. Вот я хотела бы задать такой вопрос. Я замдиректора по воспитательной работе первой школы. А вы вот такие данные собираете, мониторите, сколько у вас выпускников все-таки приходят работать в школу? Да, конечно, мы этим занимаемся, да, трудоустройство. Вот сейчас вот прям начиная с февраля, с января месяца мы уже начинаем активно подготавливать наших выпускников к трудоустройству. И по нашим данным, в прошлом году выпускники наши трудоустроились 65%. Ну, это очень хороший показатель, как мне кажется, да, потому что тут не считаются те студенты, которые решили продлить свое обучение в очном формате в высших учебных заведениях, и некоторые в армии, да, некоторые сидят по уходу за ребенком. И получается у нас где-то допустим, в прошлом году из 169 студентов 123 студентов решили начать пойти работать по своей специальности. После колледжа какие-то льготы есть при поступлении в высшее учебное заведение? Или они поступают на общих основаниях?
Это скорее зависит от самого высшего учебного заведения, то есть именно после окончания Якутского педагогического колледжа таковых нету. То есть они, как правило, все сдают экзамены перед тем, как поступить в высшее учебное заведение. Я тут добавлю, хочу сказать, что высшие учебные заведения очень заинтересованы в выпускниках СУЗов в том отношении, что это те абитуриенты для университета, которые прошли качественную профориентацию, и они не сдают единый госэкзамен, они проходят только по оценкам в дипломе, плюс выполняют такое, скажем так, вступительное испытание в виде диктанта, либо изложения и какое-то профильное еще испытание, чаще всего собеседование. То есть по сравнению с тем, что это единый госэкзамен, там сравнительно хорошие условия. То есть для тех, кто мотивирован и желает получить образование педагога, он может сейчас по аттестату поступить в среднее учебное заведение, например, Якутский педагогический колледж, и далее, качественно проучившись, поступить, продолжить обучение в высшем учебном заведении. А какой проходной балл вот в прошлом году был у вас, чтобы поступить на бюджет, например, на учителя начальных классов? Я добавлю этот вопрос, да, коллеги. Сколько бюджетных мест? Спасибо. Хорошо. Итак, мы самое такое лучшее, да, потому что в том плане мы принимаем без ЕГЭ, без ОГЭ. Мы именно принимаем по средним баллам аттестата. Средний балл аттестата у нас, как правило, меняется каждый год, но да, оно всегда выше 4,5 балла. То есть 4,7, 4,6, да, 4, может быть, 5 иногда бывает. Допустим, у нас каждый год бюджетных мест тоже немножко меняется, но, в принципе, вот в 22-23 учебном году. Вас не слышно, Анна Куличкина. Ой, извиняюсь. Что касается 22-23 учебный год, то сейчас идет конкурс, да, контрольных целевых мест, и поэтому точно сказать по этому поводу я сейчас не могу. Но они не сильно поменяются, как по сравнению с прошлым годом. Что касается, у нас по отдельностям они у всех разные. В дошкольном образовании, допустим, у нас где-то 20 мест. На учителя начальных классов у нас тоже 20 мест. На учителя физической культуры бюджетных мест только после 11 класса. Да, после 9 класса все платные, допустим. И вот я могу ответить на вопрос, исходя именно какая специальность вас интересует. А есть вообще тренд на то, что из года в год бюджетных мест становится больше? Да, есть, потому что допустим, по сравнению с 2020 годом, там нам смотрели всего 175 бюджетных мест, а в прошлом году уже увеличили на 5, да, у нас всего получилось 180. Еще вопрос. Общежитие предоставляет ваш колледж? Да, у нас есть, самое удобное в том, что прям во дворе, да, там минут 3-2 это занимает от общежития до нашего колледжа. И там у нас имеется свое собственное общежитие под названием «Дом доброты», где у нас рассмотрено 350 мест. Есть еще какие-нибудь вопросы? Сколько стоит платное обучение? Платное обучение у нас стоит в год 60 тысяч рублей. Можно это оплатить частями. Очное, да, обучение? Да, очное обучение стоит в год
тысяч рублей. У нас имеется свой сайт, да, ЯПК, ну, когда будете в поисковике ввести ЯПК, сразу выйдет. Там у нас имеется очень много информации про поступление. В вкладке «Абитуриенту», пожалуйста, можете зайти, познакомиться, да, какие документы нужно сдавать, каким образом все это пройдет. Ну, значит, вот как-то так. Так, коллеги, ну у нас время выходит, у школьников, по-моему, вопросов нету, да? Я хотел закончить, поблагодарить вообще за нашу утреннюю встречу, сказать о том, что в нашем онлайн-расписании есть контакты студентов, которые сегодня заявлялись, поэтому, я думаю, через классных руководителей можно персонально выйти. Можно, есть контакт Алины Анатольевны, поэтому я думаю, что связи не закончатся одной встречей, можно уже персонально общаться. Поэтому хочу всех поблагодарить и пожелать хорошего рабочего дня тем, кто учится, работает, и хороших выходных. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Всем до Спасибо свидания. большое. Раз, два, три. А наши дядьки. Спасибо вам большое. До свидания. До свидания.